Ни один народ не смог бы выжить, не производя оценки, что есть добро и что есть зло. Чтобы сохраниться, должен он оценивать иначе, нежели сосед его. Так говорил Заратустра устами Фридриха Ницше. Немецкий мыслитель не раз поднимал в своих трактатах тему сверхчеловека, который станет носителем новой морали. Позже философы много говорили о силе гражданского объединения как элемента развития общества. Тогда они и помыслить не могли, что спустя столетия появится целое министерство по развитию институтов гражданского общества. Сегодня у нас в гостях министр по развитию институтов гражданского общества Республики Саха-Якутия Сардана Гурьева. Сардана Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. У вас такое красивое и необычное имя. А что оно обозначает в переводе с якутского? Спасибо. Имя Сардана в переводе означает «лилия». Это цветок, который символизирует пробуждение, весну. И, конечно, после долгой якутской суровой зимы народ Якутии с нетерпением ожидает наступления весны, лета. И, конечно же, население имеет возможность радоваться тем достижениям и успехам наших земляков, гостей. И поэтому, конечно, мы на сегодня в эпоху условиях глобализации тоже стремимся сохранить свою самобытную культуру, свои традиции. А вот в условиях глобализации появилось новое министерство. Кстати, по-моему, я так понимаю, это достаточно новое и необычное явление для нашей страны. И вы, Республика Саха-Якутия, в этом плане уникальны. Подобного министерства по развитию институтов гражданского общества, насколько я знаю, нет больше нигде. Образование министерства, оно является частью политики, которая направлена на построение открытого общества и отражает сегодня проводимую в республике административную реформу, которая проводится в рамках подготовки, празднования. В 2022 году Якутия будет широчайшим образом праздновать свое столетие. И надо сказать о том, что главной задачей развития современных российских общественных отношений является формирование и укрепление гражданского общества. Основная задача Министерства по развитию институтов гражданского общества является способствование становлению и развитию регионального гражданского общества Республики Саха-Якутия как субъекта Российской Федерации. Сардана Михайловна, а задачи, возложенные на ваше министерство, они не пересекаются с функциями Общественной палаты России? Вроде два государственных органа, вроде отвечают за одно и то же, за общество, за его развитие, особенно за институты гражданского общества. Если позволите, Павел, я бы хотела затронуть 4 условия, которые предшествовали созданию вот такого нового министерства. Их условно можно назвать нормативные, организационные, по компетенции и практике. Конечно же, мы имеем на сегодня достаточно важные федеральные законы, иные нормативные правовые акты, и такие же нормативно-правовые акты регионального уровня, различные государственные программы, концепции, планы. В организационном плане действительно мы таким непосредственным предшественником нашего министерства называем департамент по развитию гражданских инициатив. И если мы посмотрим практику субъектов Российской Федерации, мы знаем, что существуют отдельные органы исполнительной власти, называются они по-разному, министерства, департаменты, управления, которые тоже в какой-то мере отвечают за взаимодействие государства и общества, и его институтов. С точки зрения компетенций, полномочия перешли к нам от упраздненных исполнительных органов государственной власти, Государственного комитета по национальной политике, полномочия от Департамента по делам печати и телерадиовещанию Республики и Государственного комитета юстиции Департамента по развитию гражданских инициатив. Теперь с точки зрения практики. В 2015 году Республика Саха-Якутия, опять же, по мнению Общественной палаты Российской Федерации, стала лидером по поддержке по развитию некоммерческого сектора в Дальневосточном федеральном округе. Кроме того, на всероссийском конкурсе социальных проектов получила 3-е место. И кроме того, получила признание как общественную премию в номинации «Государственный грант 2015»
2015 за эффективную систему поддержки. Более того, конечно, у нас активно развиваются профсоюзы, работают, безусловно, политические партии. И мне бы хотелось сегодня отметить тоже активную роль региональных отделений общероссийских общественных движений. Это Общенародный фронт за Россию, Якутское региональное отделение общественного движения «Матери России» и многих других, которые тоже, так скажем, вносят свою лепту в становление и развитие гражданского общества. Кроме того, Павел, в течение 2 десятков лет Республика Саха-Якутия проводятся отчеты исполнительных органов государственной власти республики за прошедший год перед населением. И эта форма работы на сегодня изучается федеральным центром для того, чтобы, возможно, и эту практику распространить на всей территории Российской Федерации. И более того, есть механизмы обратной связи. Это у нас деловая игра «Министр», которая является, по сути, резервом кадров. Это игра «Саха-Селигер», и съезды молодежи, и, значит, молодежных общественных организаций. И у нас, значит, было ранее образовано единое детское движение под эгидой главы Республики Саха-Якутия, значит, которое в этом году также превратилось, так скажем, Якутское региональное отделение детско-юношеского такого очень широкого движения «Российские школьники». Власть и общество. Точки пересечения у Министерства общества. Мы в своей деятельности не применяем слово «сложно», поскольку мы понимаем правильные цели и задачи, которые сегодня поставлены как в становлении, так и развитии гражданского общества. В студии «Большой страны» Сардана Гурьева, министр по развитию институтов гражданского общества Республики Саха-Якутия. Когда готовился к этой беседе, обратил внимание, что много нелестных отзывов о вашем министерстве, вплоть до того, зачем оно нужно, чем оно будет заниматься. И даже нашел такую цитату «Министерство ни о чем». Вот что можно было бы ответить этим людям? Значит, конечно, на сегодняшний день мы внимательно слушаем все критические замечания, так и равно все слова благодарности, которые звучат в наш адрес. И надо понимать, что есть хорошая народная пословица: кто не работает, тот не ошибается. Это во-первых. И если есть люди, которые критикуют, значит, есть за что критиковать. Очень важным на сегодня послужил указ главы Республики Саха-Якутия о повышении роли некоммерческих организаций в социальной политике республики. Что явилось результатом этого указа? Во-первых, значит, были организованы работы по участию некоммерческих организаций в получении федеральных грантов. Поэтому, конечно же, мы видим, что если в 2013 году участвовали на федеральных грантовых конкурсах 14 некоммерческих организаций, то через год, благодаря той политике, которую проводят органы власти республики, количество участников возросло до 130. И за 2014-2015 год уже было 12 грантополучателей, именно грантов президента Российской Федерации. Вот здесь, позвольте, я уточню, как раз нашел информацию, что ваше министерство в том числе занимается предоставлением и контролем субсидий из федерального и регионального бюджета для социально ориентированных НКО. Вот это, пожалуй, на мой взгляд, самая сложная работа – предоставлять и контролировать. Вот как вы справляетесь с этой непростой задачей? Значит, мы в своей деятельности не применяем слово «сложно», поскольку мы понимаем правильные цели и задачи, которые сегодня поставлены и руководством республики, и теми вызовами, которые сегодня существуют как в становлении, так и развитии гражданского общества. Есть активные граждане, есть территориальное общественное самоуправление, которое у нас в Якутии называется ТЮЭЛьБе, которые желают реализовать свои проекты. У них нет ни финансовых возможностей, ни иных. Кто здесь должен быть помощником и создавать условия для того, чтобы активные граждане и те же некоммерческие организации могли реализовать свои проекты? Такой уполномоченный орган, как Министерство по развитию институтов гражданского общества, изо дня в день ведет целенаправленную работу, с одной стороны, и по консультированию, и оказанию помощи. И мы сегодня видим, если в 2010-х годах количество некоммерческих организаций на территории республики было 1234, то по итогам первого полугодия количество некоммерческих организаций на территории республики составляет 2066. Средняя
средняя у нас численность на 100 тысяч населения, количество некоммерческих организаций на территории республики получается 215, а среднероссийские показатели – это 154. Это говорит о чем? О том, что должны быть выработаны определенные механизмы. И как раз существует определенная подпрограмма. И если мы видим на сегодня круг всех государственных программ, которые предусматривают финансирование некоммерческих организаций, их получается больше сегодня 210 миллионов. Это говорит, конечно, о последовательной государственной политике, бесспорно не вмешиваясь в деятельность самих некоммерческих организаций. Конечно, я бы хотела сегодня привести, возможно, пару примеров. Балыктах Уселданского района, который реализовал свой проект, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне. За период реализации проекта было привлечено 500 жителей поселения, которое у нас называется в Якутии наслегами. Были проведены работы по благоустройству памятников, посвященных участникам, героям Великой Отечественной войны, и установлены мемориальные стенды. Не могу вас не спросить об особенностях работы с коренными малочисленными народами Севера. Скажите, пожалуйста, накладывает ли их быт и особенности жизненного уклада на вашу общественную работу? Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия была создана в 1989 году. И она на сегодня объединяет все общины, которые работают. И работают они каким образом? Во-первых, конечно, они активно тоже участвуют в грантовых поддержках. Я бы хотела привести пример села Березовки. Это арктический северный район Среднеколымского Улуса района, где, получив грантовую поддержку, общественная организация реализовала проект по привлечению к исследовательской работе детей из числа малоимущих слоев населения от 12 до 15 лет. Недавно в федеральной грантовой поддержке выиграла кочевая родовая община Осинный Венков, с проектом восстановления краеведческого музея. И вот таких, конечно, практик, лучших практик должно быть много, и их становится много на сегодняшний день. Сардон Михайловна, с 10 марта этого года вы возглавляете Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха-Якутия. Скажите, пожалуйста, а вы сразу согласились с предложением возглавить новое министерство, или это был сложный этап раздумий? Все-таки вы до этого возглавляли Якутский государственный комитет юстиции. Общественная работа для меня лично знакома, и мы последние годы занимались разработкой закона об ответственном родительстве по линии Якутского регионального отделения общественного движения «Матери России». Поэтому, когда поступило предложение возглавить работу Министерства по развитию институтов гражданского общества, в какой-то степени была я морально и практически готова к этой работе, с чем я сейчас большим удовольствием занимаюсь. Могу я вас назвать министром общества Республики Саха-Якутия? Вполне. Гражданскому обществу Республики Саха-Якутия повезло, что у них есть такое министерство и такой министр. Спасибо. Спасибо, успехов вам. У нас в гостях была министр по развитию институтов гражданского общества Республики Саха-Якутия Сардана Гурьева.